Добрый день! Сегодня, 14 октября, в селе Мая проходит установочный семинар советников директора по воспитательной работе в рамках проекта «Российское движение детей и молодежи». Прямо сейчас начнется открытие этого совещания. Предлагаем посмотреть на мероприятие вместе с нами. На семинаре присутствовали представители 5 улусов со своими делегациями. Они обсуждали нововведения в РДШ, а также защищали свои проекты. Далее предлагаю узнать о развитии российского движения школьников в нашем улусе. Об этом расскажет заместитель начальника управления образования Мегино-Кангаласского улуса Андрей Вадимович Захаров. Российское движение школьников в нашем улусе продвигается очень быстро и скоротечно. Всего в улусе в данное время работает 38 советников директора, и они сейчас работают очень эффективно. Российское движение школьников по всей России, по всей республике и в нашем улусе продвигается очень быстро и целенаправленно. Мы думаем, что общая база, направление и цели должны быть переданы каждому ученику. Патриоты России – это важная часть воспитания всего поколения нашей страны и нашей республики. Надеюсь, что это движение будет реализовано в кратчайшие сроки и будет нацелено на основные цели и задачи. Наше управление образования будет всячески помогать и продвигать данное движение. Теперь послушаем о теме, основных целях и задачах данного семинара от руководителя государственной федеральной организации Росдетцентр. Макарова Нюргуяна Владимировна, руководитель регионального ресурсного центра «Навигатор детства». Я, начиная с 2016 года по 2022 год, возглавляла Якутское региональное отделение Российского движения школьников. Поэтому напрямую работала со школьниками. И сегодня очень рада быть в гостях у вас в Мегино-Кангаласском районе. И сегодня у нас проводится мероприятие, оно называется «Межмуниципальный семинар для советников директора по воспитанию и руководителей проекта «Навигатор детства». То есть мы сегодня работаем с советниками директора по воспитанию и взаимодействием с детскими общественными объединениями. Эта новая должность у нас появилась 1 сентября этого года, и она направлена на реализацию проекта «Навигатор детства» по ведению ставок в образовательной организации нашей республики. Всего по республике у нас в 500 школах введены 598 штатных единиц советников, то есть они напрямую уже начали работать с вами, со школьниками, и их деятельность направлена именно на реализацию детских инициатив, то есть они будут работать напрямую с вами, с детскими общественными организациями, и также по реализации дней единых действий, которые у нас идут в рамках воспитательной программы. И сегодня мы собрались, представители из 5 районов. Сегодня есть у нас на нашей площадке, это Мегино-Кангаласский район, как принимающая сторона, и Амгинский район, Черепчинский район, Усть-Алданский район и Татинский район. Они приехали делегациями в составе советников и руководителя муниципального куратора проекта «Навигатор детства». Но целью мероприятия, конечно, является это методическое сопровождение деятельности советников, то есть мы сегодня их обучаем, им рассказываем о нововведениях, которые у нас есть в области воспитания. И, конечно, все мы знаем, что дети тоже, наверное, в курсе, что у нас очень много событий происходит этой осенью, потому что у нас появилось новое детское движение, Российское движение детей и молодежи. То есть мы потихоньку готовимся к переходу от Российского движения школьников уже в Российское движение детей и молодежи. Об этом тоже мы будем говорить сегодня на этой площадке. У нас появилось новое детское движение «Орлята России» для начальных классов. Об этом тоже мы сегодня говорим на этом мероприятии. И, конечно, очень много вопросов возникает по деятельности советников, как они будут реализовывать эти все мероприятия, этот план, который на них возлагается.
И поэтому надеемся, что мероприятие у нас пройдет плодотворно, успешно, и мы в итоге достигнем каких-то результатов, повышения качества нашей работы. Спасибо. Спасибо. Вот и подошел к концу семинар советников директора по воспитательной работе. Спасибо, что посмотрели это мероприятие вместе с нами. Всем пока.